Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем вас! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся на улице Ярославского, и неспроста. Мы сегодня поговорим о том, как же все-таки преобразилась эта улица за тот самый летний период. И, конечно же, мы посмотрим детально и все расскажем вам. Ну а рядом со мной находится Роман, и Рома, как всегда, готов помочь нам разобраться все-таки в том, что же здесь изменилось. Если вы следите за нашими выпусками, Рома, да, то мы знаем точно, что здесь мы работали в начале лета. Весной. Весной, да. Мы здесь провели огромную работу, но мы-то в рамках нашего проекта пару часов, а Роман работал здесь все лето. Ром, давай напомним, что мы здесь делали и для чего, собственно. Так, здравствуйте еще раз. Мы обрезали вот все ивы, ну, в простонародье тальник называется. Крупные, средние, малые ивы. Санитарная обрезка, это значит то, что сухостой убирали. Вот, например, тут просто сухое дерево стояло, не пойми сколько лет, и мы его просто срезали. Вот снизу оно пошло в возобновление. Далее, средние ивы мы уже формировали. Ну, то есть формировка – это обрезка на уровне где-то 2-2,5 метров, чтобы они одновременно пышно пошли. Вот, например, вон там. Да, пройдемте, посмотрим сразу, да. Вот яркий тому пример, да. То есть мы обрезали макушки, да, которые росли здесь порядка там 20-30 лет, да. То есть это было ни к чему, и мы видим результат. То есть дерево у нас распушилось. Действительно, столько, вон, посмотрите, веточек, да, молодых. Да, это называется спящие почки. То есть они могут быть везде, и они пошли в рост, когда макушку срезали, питание стало больше, и они все пошли дальше, пышно. И получается, у нас получился такой некий заборчик, да, из такого именно. Цветущего растения. Это помогает от пыли от дороги и от звуков вот этого всего. То есть как раз-таки заграждение от дороги. И тем более это молодая и пышная листва, зеленая, мощная. Здесь то же самое, да? Вот, да, если... ну тут по большей части санитарная обрезка была. Потому что здесь было очень много мертвых деревьев, да? Да, именно ненужных. так. Ну, они достаточно старые были, эти были поновее, поэтому они были средними, можно так сказать. А там были уже старые. А далее какая работа будет производиться вот на зиму? Что делаешь с ними? На зиму пока ничего. Но идеально было бы либо сейчас, либо весной. Скорее всего, весной заново обрезать все эти молодые, чтобы они заново уже пошли. То есть точно так же, может быть, даже еще пышнее, еще мощнее. И основной ствол будет утолщаться и укрупняться с каждым годом. Если каждый год обрезать именно вот эти все, оставляя голый единственный ствол. Интересная практика, да, и, конечно... Кронирование называется. Да. Вообще, тот самый ненавистный тальник, да, которого, наверное, многие недолюбливают, да, из-за того, что вот он весь такой объемный, некрасивый. Оказывается, и тальник может быть красивым. Да, конечно. Если обрезать правильно, ну и вообще, благо тальнику, не будь тальника в городе, ну, какой бы город был. И бывают много разновидностей ив, в основном это ива прутовидная. Вот Прутовидная ива. Да. Ну что, а вообще, какие еще работы сейчас можно производить, хотя уже на дворе-то уже заморозки? Или все уже? Нет, наоборот, самое то для посадок. Любые посадки, большинство долговременных, то есть многолетники, вот эти все, их надо сажать осенью. Есть исключения, которые весной, например, ели, ирисы, но в основном все осенью надо делать, чтобы они, вот когда ушли в спячку, листва облетела или пожелтела, значит, все, оно ушло в спячку, и его можно легко пересаживать, без проблем нанести большой вред. Весной, когда почва оттаивает, они уже проснулись, и молодые корни уже начинают всасывать, а вы берете, выкапываете, и это целый год надо ждать, пока он придет в себя. То есть это какие растения, к примеру? Яблони, черемуха, бузина, да хоть что вообще. Большинство многолетних растений. Вот так. Собственно говоря, сегодня мы и поработаем с таким растением. Да, акацию пересадим. Хорошо, поехали. Мы находимся на улице Орджоникидзе, где сейчас мы, во-первых, посадим дерево, ну а также облагородим то, что уже сейчас есть здесь, да?
Роман, расскажи, что уже посадили здесь и почему именно выбор пал на это растение? Да, тут мы облагораживание делали вот по Орджоникидзе, по краям акации и выборочно эти ели. Ели, конечно, красивые, мощные, но они не... То есть по краям надо делать именно акации, ну или курильский чай. Это живая изгородь. Получается вдоль дороги, что они потом смыкаются, очень хорошо растут. Акации относятся к бобовым растениям. Если хорошо поливать, ухаживать, то они очень быстро растут, неприхотливые, очень. И их подстригаешь, и будет очень хорошая, красивая изгородь. Ага. Живая, чтобы, ну, защита от пыли, вот от этого всего с дороги. А что касается елей, они, думаешь, приживутся? Все-таки Должны. здесь мало места, мало почвы. Ну, вот мы рассчитали так, чтобы достаточно места, а что касается почвы, мы добавляли почву. Мы делали все, чтобы они прижились, хорошо полили на зиму. Этого всего должно хватить. Ну, конечно, надо будет и потом ухаживать. Мы еще сделаем мульчу наверх, чтобы красиво было. Ну и чтобы меньше испарялась влага, конечно. Рома, ну а что вот насчет акации? Посадили и забыли до весны их? Ну, не совсем, конечно. Вот мы посадили вчера в основном. То есть надо теперь под одну гребенку, под один уровень все обрезать. Вот, например, где-то так на полметра, чтобы они в следующем году выросли все в один рост. Все одномоментно. Может быть, вот в процессе бывают сломанные, их тоже стоит обрезать. Ну и так далее. Чтобы они были все под одну гребенку. Ну вот сейчас это сделаю. И это надо делать именно сейчас осенью. Ну, осенью, весной и в середине лета вот для живых изгородей, например. При посадке тоже желательно обрезать, чтобы все были под один уровень. То есть ты насчет акации скажешь, ну, что это быстро растущая? Быстрорастущая, конечно, неприхотливая относительно. Объемная, но вырастает до 3 метров, если его, ну, если позволить ему вырасти. Ну, тут есть... метр максимум надо. Мы хотим сделать изгородь, поэтому если у вас есть желание сделать изгородь, садите акацию. Акации 0,5 метров между ними. 0,5-0,6. Вот. Как здесь? Да, как здесь, например. Полметра. Между кустами. Тогда для них это идеально, они быстро смыкаются, то есть буквально через год, через полтора они сомкнутся и уже будет достаточно хорошая изгородь. Через 3 года она будет полной. Так, ну и во взрослом состоянии они уже не так требуют полива. Корни уходят глубоко, и они сами уже могут стоять. Окей, ну тогда давай, я уже знаю это орудие. Да, тут разблокировать вот так. Видимо, не совсем хорошо знаю. Ага. Да. И то есть ты говоришь вот так подрезать, да? Да, вот на этом одном уровне все. Плюс-минус ничего страшного, правильно? Плюс-минус ничего страшного. Там 5 сантиметров, ничего страшного. Пойду внесу свою лепту в облагораживание нашей столицы. Так, Рома, собственно говоря, так? Да, где-то так. Рукой надо придерживать, чтобы было натянуто, чтобы легко резалось. Это отрезаю? Да. Ничего страшного, они уже уходят в спячку. И это не надо. Вот это да. Вот так. Ага. Ой, она колючая. Она колючая, да. Вот этот высокий тоже. Где-то так, ага. Этот не надо. Нет. Этот маленький. Ага. Ой, тут столько у нее иголок у этой акации. Это надо? Да, надо. Надо. Угу. Да. Ага. И так далее дальше. Рома, ну что, подрезали мы акации, все красиво, на одном уровне, как ты говоришь. И, конечно, нужно еще и посадить что-нибудь, да? Посадить, да. Чтобы это была информация полезна нашим телезрителям. Ту самую акацию, как ее нужно садить? Ну, не только акации, вообще все надо, ну, во-первых, осенью лучше сажать, во-вторых, то, что чем больше растения, тем больше нужен комок земли. Ага. Ну, основной ком земли. Вот для такого это достаточно. Если растение высокое, вот, например, для ели мы брали вот такой ком земли. Огромный, тяжелый. Вот это? Да, это чтобы не сильно повреждать и больше сохранялось материнских корней. Ага. Соответственно. Потом идем то, что вот какая почва, в какую сажаем. Тут почва не очень хорошая, конечно, почти чистый песок. Поэтому мы добавляем удобрения, биогумус. Ага. Это из-под червей сделанный. Покажи. Если есть почва, которая лучше, вот, например, самая лучшая почва в наших условиях, ну, в Центральной Якутии, это подзолистая почва из-под берез.
Она прям такая сероватая, хорошая, рыхлая. Это вот, да, из-под червей. Это удобрение. Ага. Вот. И если из-под березняка хорошая почва, то там меньше, конечно, надо удобрять. Можно даже и вообще не удобрять при посадке. И так хорошо вывести. Главное полив. Ну и вообще, главное всегда полив. Мгм. Значит, сюда, в яму, мы под одно растение кладем 2 литра. Ну, тут примерно 2 литра и есть. 2 литра либо той самой хорошей земли, либо вот удобрений, да? Ну да, перегной можно. Мы выбираем биогумус, потому что тут побольше содержания питательных веществ. Теперь по яме распределяем его. Достаточно. Немного поливаем. Так, полили. Надо перемешать. Перемешиваем до состояния типа каши. В кашу хорошо заходит и не остается воздушных пузырей при посадке. И теперь аккуратно сажаем. Сажать надо, ну, желательно чуть ниже. Еще трамбовать, конечно. Потом ногами потрамбовать. И ниже уровня земли чуть-чуть. Не сильно, конечно, иначе загниет. Выше, если сажать, то высоко. Очень часто надо будет поливать, неудобно поливать. Идеально вот делать такие траншеи, бортики. И все, теперь закапываем по краям. А возраст вот этого кустика какой? Можно посчитать. 1, 2, 3, 4 года где-то так. 4 года? 3-4 года. Вот такому маленькому кустику уже 4 года. Да. Но это вот вначале он, конечно, медленно растет, потом быстрее. Вот, например, за этот год он вырос вот так вот. Ага. То есть, чем старше, тем быстрее растет. Вот при пересадке не особо его повредили, поэтому на следующий год он вырастет, наверное, вот где-то вот так вот уже вырастет. А для акации вообще вот этот возраст для пересадки хорош, да? Ну да, пока они маленькие до метра, то их легко пересаживать. Чем крупнее растения вообще, тем сложнее пересаживать. Например, березы вообще сложно пересаживать, когда у них уже белая кора. Когда коричневая кора, можно пересаживать, они маленькие еще. Ну, И вот и все древесные растения, то есть серьезные, не считая цветов. Цветов, конечно, руками можно трамбовать. А все древесные растения надо трамбовать ногами. Ой. Только по краю, конечно. Так, и поливать. При посадке очень важен полив, прям надо заливать. Конечно, не без этого. Фанатизма? Без фанатизма, да. Но чтобы дошло до корня обитаемого слоя. Например, тут где-то литра 2 хватило. Ну, литр, 1,5 может быть. Ну и все, и оставляем это растение в покое, оно перезимует, и уже следующим летом мы увидим результат, правильно? Да. Его, кстати, еще обрезать надо. Так вот, ну вот так вот. Чтобы пышнее было. Вот так. Ну что, дорогие друзья, на улице действительно холодно, уже заморозки, осень. Обратите внимание, что в следующем году мы уже увидим результат, ту самую изгородь из акаций. Ну и, конечно, несмотря на то, что уже холодно, все равно работа с растениями, она возможна, она необходима, правильно, Рома? Да, конечно. И то есть, вот, к примеру, займитесь посадкой деревьев или вот таких кустарников. Акация куст? Акация, ну, считается кустарником, да. Кустарником, вот так вот. Мы все-таки верим в то, что благодаря твоей работе и твоих коллег наш город будет краше. Да, тоже на это очень надеюсь.